Прошу. Мехмед Муслуоглу дома? Да, я сообщу ему. Не надо. Что ты здесь делаешь? Папа! Папа! Кто этот человек? Скажи же, Мехмед. Кто я? Папа, Мехмед! Что ты здесь делаешь? Дуа, как ты Папа! посмел сюда прийти? Как ты пришел ко мне домой? Папа! Кто Проваливай этот человек? отсюда. Что происходит? Чинар, а ну шагай, шагай. Я уничтожу тебя. Дуа, пожалуйста, Можешь успокойся. сказать мне, что происходит? Мама, что Ты происходит? знаешь его? Дети, вы не вмешивайтесь. Пожалуйста, пусть все сядут. Никому не надо выходить. Папа решит. Кто этот человек? Ваш враг? Мама! Папа! Дуа, успокойся. Брат, можешь отпустить? Ты знаешь этого человека? Я разве не сказал тебе не приходить сюда? Не говорил не появляться передо мной. Ты не можешь мешать мне видеть дочь. Скажи, ты кто такой? Как смеешь предстать передо мной? Не стыдишься? Я тебе сказал не появляться передо мной. Помнишь ведь? Я убью тебя. Мехмед, ты не сможешь больше напугать меня. Все вышло из-под контроля. Я увижу дочь, поговорю с ней. Оставь, пусть она решит, видеться со мной или нет. В этом доме твоей дочери нет. Да, моя дочь. Моя дочь, не твоя. Кричи сколько хочешь. Повторяй сколько хочешь. Ты не сможешь изменить правду. Я поговорю с дочкой. Никогда. Никогда. Отпусти меня, я пойду к папе. Не вмешивайся в это дело. Чего не вмешиваться? Я спрашиваю, а ты не отвечаешь даже. Если папа убьет там человека, мы даже не узнаем. Отпусти! Дога. Вы ждите здесь, пожалуйста. Дуа. Или же этот человек? Мама. Ты знаешь его? Нет, сынок, откуда мне знать его? Вот и попробуй разберись здесь. Хандан, что здесь происходит? Ты не понимаешь меня? Папа! Папа, не Ты надо! слов не понимаешь. Дуа. Папа! Дуа, иди внутрь. Папа! Дуа, пожалуйста. Папа, кто этот человек? Чинар, отведи ее внутрь. Ты не понимаешь меня? Ты не понимаешь слов? Отпусти меня, я никуда не уйду. Кто этот человек? Ответьте кто-нибудь. Можешь зайти, пожалуйста? Прошу, дочка, сделай, как говорю. Дуа, Если заговоришь, я уничтожу тебя. Я убью тебя. Понял? Проваливай ты? отсюда. Кто ты? Зачем пришел? Что ты хочешь от папы? Дуа! Дуа, я твой отец. Урод! Я убью тебя! Папа, пожалуйста, не надо! Папа, прошу! Дуа моя дочь. Я твой родной отец, Дуа. Мне надо поговорить с тобой, дочка. Надо объясниться. Замолчи! Замолчи! Это правда? Правда, конечно. Правда. Есть доказательства. Есть всему доказательства. Поверь мне.
Я твой отец, дочка. Это правда? Это правда? Правда? Ты сделал, что хотел, хватит уже! Проваливай отсюда! И больше не возвращайся! Дуа, я твой папа. Я твой отец. Дочка. Сходим, покажем рану. Как ты переживаешь за меня? Меня все устраивает, я ради тебя говорю. Эмиль, расскажи произошедшее. Мехмед к ней ворвется не сегодня, так завтра. Пусть будет готово. Вот, возьми это. Возьми. Сегодня ночью останься в отеле, не иди домой. И от бед подальше держись. Хорошенько отдохни. Я завтра позвоню тебе. Ты отвези меня в отель тогда. Дети, пусть никто не вмешивается в отношения отца и дочери. Не задавайте глупые вопросы, мы сейчас пойдем. Отношения какого отца и дочери, мама? Очевидно, их двое. Дефне. Новость бомба, клянусь. Новость? Не смей никому говорить. Это не шутки. Хорошо, не давите сразу. Дога, я здесь, когда хочешь. Ненавистью и злостью ничего не добьемся. Постарайся быть спокойной. Уходите. Уходите, тетя Хандан, оставьте нас двоих, пожалуйста. Все уходите. Хорошо, хорошо, давайте, дети. Да. Не сейчас, Рюзгер. Сейчас не время, ничего не говори, пожалуйста. Если я могу что-то сделать для тебя, пожалуйста, скажи. Нет, спасибо. Извините за этот вечер. Какие извинения? Не за что извиняться. Вот бы я могла что-то сделать, но... Увидимся потом. Хайдар отвезет нас. Хорошо. Давайте. Хорошего вечера. Ты знала, да, мама? Не знала, говорю же, дочка. Тогда почему сказал или же этот человек? Ты знала, не ври. Дядя Мехмед рассказал тебе. Давайте, садитесь, Дефне. Сестра, ты тоже садись. Ты тоже знал, да? Ты моя дочь, а я твой отец. Вот и все. Перестаньте уже мне врать! Можешь успокоиться? Мы не можем разговаривать, когда ты в таком состоянии. Что не так в моем состоянии? Что такое? Я узнала спустя 16 лет, что мой отец на самом деле не мой отец. Что такого? Спокойно поговорим, да? Дочка, этот человек мошенник. У него плохие намерения, не понимаешь? Мне-то что до проблем этого человека? Мне-то что до его намерений? Меня беспокоит ваша ложь. Ты все еще ничего не говоришь. Успокойся, давай посидим, поговорим и все такое. Я спросила, это правда? Ложь. Ложь все это. Ты моя дочь. Моя дочь, вот и все. Для чего человеку говорить такую ложь? Не глупите. Папа, хватит! Почему ты все еще защищаешь эту женщину? Девочка права, пусть узнает правду. Чинар, замолчи. Папа, твоей вины нет. Почему ты скрываешь? Почему все еще защищаешь эту женщину? Столько лет защищал, оберегал эту женщину, не хватило? Хватит. Замолчи. Ты хочешь узнать правду? Я расскажу правду, узнаешь, каким человеком была мама, хватит. Папа, это тебе хватит. Ты не тот человек, с которого надо спрашивать. Твоей вины нет. Ты самый невинный в этой истории. Чинар, пожалуйста, прошу, сынок, не смей.
Ты хочешь узнать правду, Дуа? Твоя мама была фальшивой, лживой, двуличной. Моя мама не была такой. Следи за словами. Чинар, замолчи уже. Прошу, замолчи, хватит. Не замолчу, папа. За день до дня рождения, Чинар! Раз она хочет знать правду, я ей ее дам. Хватит! Хватит! Переведено и озвучено специально для сайта turkserial.com. Хватит. Ты знала, сестра? Нет. Что теперь будет? Эта девочка только собралась. Теперь снова в самое начало? Сейнеп, ради Аллаха, замолчи. Не смей. Ты не смей говорить об этом. Ты даже не думай об этом. Увидишь, это все пройдет. Эта семья и это переживет. Значит, ты уверена, что все еще есть семья, сестра? Зейнеп, я сказала, хватит. Что не тянуть, сестра? Человек пришел и столько всего сказал среди всех ради Аллаха. Хватит уже, хватит. Это было за день до дня рождения. Мы собирались праздновать твой 10-й день рождения. Я услышал, когда мама говорила по телефону. Я разве не говорила тебе не звонить мне? Нет, нет, я не могу увидеться, конечно. Не глупи, Екта. Сейчас вспомнил спустя столько времени? Нет, я сказала. Нет, нет, точно нет. Даже не думай о таком, ты не можешь прийти сюда. Хорошо, хорошо, я приду, хорошо. Где ты? Хорошо, я еду туда. Выключай телефон, хорошо. Божье наказание. Я такое ее никогда не видел. Мне надо было понять, что происходит. Я пошел за ней. Потом она увиделась с этим подлецом по имени Екта. Я сел за место, где они меня не увидят, но я их услышу. Я тебе сказала не звонить мне больше. Почему звонишь? Я отец Дуа. Хочешь ты этого или нет? Я отец. Дога, дочь Мехмета. Сколько раз я тебе это объясняла, Екта? Я сделал тест ДНК. У меня есть доказательства. Ты не сможешь обмануть меня, хватит врать, я все знаю. Я не позволю тебя обманывать. Ты мне дашь то, что я хочу. Пусть Аллах накажет тебя. Ты кто такой? Чинар? Чинар? Я бывший партнер твоего отца. Знаю тебя с детства. У нас много общих фотографий. Правда, сейчас их, наверное, нет. Чинар. Выйдем, я тебе все расскажу. Хорошо? Я все услышал. Ты продолжай говорить с отцом Дуа, если хочешь. Мне с тобой больше не о чем говорить. Чинар. 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 Чинар, позволь мне объяснить. Что объяснишь, мама? Что здесь объяснять? Я все услышал своими ушами. Человек сделал тест ДНК. Ты больше не сможешь обманывать нас. Поняла? Конец. Чинар. В тот день я понял, что значит потерять веру во все. Я в том кафе понял, что значит, когда человек, которого ты годами любишь и доверяешь, оказывается лжецом. Еще и захотела поговорить и все рассказать мне. Как будто есть о чем разговаривать. Мы оба вернулись домой. Чинар, ты же знаешь. Послушай, завтра у твоей сестры день рождения. Я у тебя прошу только один день. Хорошо? Умоляю тебя, позволь мне только на один день, хорошо? Отметим день рождения Даги. А потом я обещаю, что расскажу все.
Если ты не расскажешь, я расскажу. Ты встанешь перед папой и все по одному расскажешь, хорошо? Не смей думать, что сможешь уговорить меня. Завтра ты все расскажешь. Ты встанешь перед папой и все расскажешь, а потом уйдешь из нашей жизни. Я больше не хочу видеть тебя. Хорошо. Обещаю. Я все расскажу, хорошо? Пожалуйста, дай мне только один день. Хорошо, Чинар, хорошо. Ты уже все рассказала. А про остальное Дуа уже знает. Расскажи. Расскажи все. Я хочу знать все. Дуа. Хватит, дочка. Нет никакого смысла в том, чтобы раз за разом ворошить раны. Не стоит заставлять кровоточить раны, которые затянулись. Расскажи, я сказала. Это был твой день рождения. Мы украсили дом, ты была очень счастлива. Ты бегала по дому. Гости еще не пришли, Я купил тебе огромную, красную японскую рыбу. Ты была в восторге. А потом... Ты начала бежать по дому, чтобы показать ее маме. Мама! Мама, где ты? Сегодня мой день рождения. Ты внутри? Мама? Но она предпочла убить себя вместо того, чтобы признаться. Ее сердце выдержало то, что она изменила нам. Она могла с этим жить. Но она выбрала убить себя, а не рассказать нам правду. Она не думала о том, как мы будем жить после этого. Не думала об этом. Она трусливо и эгоистично убила себя. Вот таким человеком была мама Дуа. У женщины, которая рассказала тебе те сказки, было такое настоящее лицо. У меня тоже было много ошибок, дочка. То есть я много работал. Половину года я проводил за границей. И в такой момент собака по имени Якта обманул твою маму. То есть он убедил ее в том, что у меня есть любовница. Убедил ее в том, что у меня есть отношения. Все, что произошло в такой момент. Но он совершал нарушение в фирме. Я поймал его на этом и уволил. Он пытался отомстить. Эй, папа! Папа, я не могу поверить, как ты можешь все еще защищать эту женщину? Я не могу поверить. Я никого не защищаю. Ты рассказал со своей стороны, я со своей. Вот и все. Папа, все, что ты сделал ради нас. Как будто ты хотел так много работать. Все это было ради семьи, ради нас. Папа, прими. Эта женщина была лгуньей, она была двуличной. Все заплатили за свои поступки. Конец. Вот и все. Хорошо? Больше никому нет пользы от этой ненависти. Переведено и озвучено специально для сайта turkserial.co. Я больше не пойду в этот дом. Я 2 раза туда ходила, и оба раза происходили какие-то инциденты. У меня еще в голове не укладывается. Мужчина настолько сильно любит свою дочь. В это просто невозможно поверить. Как он может не быть ее отцом? Сестра, ее отец и так Мехмед. Мы человека, которого 16 лет не появлялся, будем называть отцом? Мы и так знаем, кто стоит за этим. Кто, мама? Что ты скрываешь от нас, мама? Ради Аллаха, скажи. Я ничего не скрываю, дети. Я проявляю уважение к личному людей. И ожидаю от вас, что вы будете проявлять уважение. Вот и все. Дети, пожалуйста, слушайте Дагу, если она что-то расскажет. Но не расстраивайте девочку, задавая ей неуместные вопросы, Не хорошо? переживай, мама, мы уладим это. Ее удочерили? Или у мамы были другие отношения? Дэфне, что я тебе только что сказала? Ну ты тоже хочешь, чтобы все сидели молча, ничего не обсуждали, когда такая бомба взорвалась? Человеку интересно, мама. Хорошо, давайте. На сегодня хватит столько сплетен, правда. Утром в школу, давайте по кроватям. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи.
Хандан, поговорим немного. Прошу, мама. Ты с этим Мехметом не слишком ли сблизилась, Хандан? В смысле, я не поняла, мама. Послушай, дочка, мой ребенок очень обидел тебя. Я понимаю, я и поддержала тебя. Но у тебя 3 детей. Если ты, не думая о них, будешь гнаться за тем, что невозможно, то в первую очередь столкнешься со мной. Ты поняла? Не переживайте, мама. Я прекрасно знаю, как и где мне себя вести. Конечно. Но я все равно предупрежу. Если ты не знаешь, то я дам тебе знать. Мама, что это сейчас ради Аллаха? Мы опять вернулись в начало? Намеки, уколы словами и так далее. Маму убил ты. Ты убил маму. Дуа, что ты говоришь? Женщина и так дошла до края обрыва, а ты еще толкнул ее в спину. Придите в себя. Пожалуйста, я прошу А потом вас. ты сбежал за границу и ушел. Как будто ничего не произошло. Как будто ты не угрожал женщине. Ты сбежал за границу. Дуа, ты сейчас глупишь. Эта семья пережила ужасные вещи, хватит. Мы никуда не придем, обвиняя друг друга. Хорошо. Ты даже не позволил выслушать женщину. Ты не позволил ей объясниться. Ты годами винила отца, с этим закончила, а теперь я твоя цель. Спасибо, Дуа. Пусть будет так. Если это тебя успокоит, то продолжай. Вини меня. Я тебя годами спрашивала, годами ждала от тебя ответа. У тебя были годы на то, чтобы рассказать мне это, но ты молчал. Почему ты молчал? Но то, кем является твой отец, не имеет значения. Ты моя дочь, моя. Ты частичка моей души. Эти тесты и кровь не имеют значения. У меня было право узнать правду. Ты не можешь так и сказать и перевирать факты. У меня было право знать это. Папа виноват, я виноват, мы все виноваты, но мама ни в чем не виновата, так ведь? Дуа, ты не понимаешь. Во всем виновата мама. Оба держитесь от меня подальше. Оставьте меня в покое, держитесь от меня подальше. Дуа. Дуа, дочка. Можешь послушать, Дуа? Твоей сестре всего 16, сынок. Обязательно было все вываливать, что у тебя внутри? Сказки о том, что моя мама была ангелом, уже выводят меня из себя, папа. Вот и она узнала настоящее лицо мамы. Ты должен контролировать гнев, когда разговариваешь с сестрой. И совсем не имеет значения, прав ты или нет. Ты будешь спокоен, когда будешь с ней. Я не хочу, чтобы в этом доме была пережита еще такая ночь. Папа, вот бы мое спокойствие могло изменить правду. Но, к сожалению, это не меняет. Самое главное в жизни — быть семьей. Если мы не будем обнимать друг друга, то развалимся на части. Я сейчас иду поговорить с твоей сестрой. А ты сиди здесь и спокойно подумай о том, что сказал. Хорошо?
Дуа. Дуа, открой дверь, дочка. Пожалуйста, я прошу тебя. Дуа. Дочка, открой, пожалуйста. Выслушай меня, прошу тебя. Выслушай то, что я расскажу. Если ты все равно не примешь то, что я расскажу, то я уйду. Прошу тебя, выслушай меня. Дуа. Открой дверь, дочка. Дуа. Оттуда говори все, что собираешься. А потом уйди, оставь меня одну. Я ведь не хотел тебя ранить, дочка. После всего, что мы пережили, я не хотел забирать из твоего сердца твои прекрасные воспоминания о маме. То есть я согласен с тем, что ты винишь меня. Я не хотел, чтобы в моей жизни еще что-то разбилось. Я и так разбит на части. И я не хотел, чтобы ты так себя чувствовала, дочка. Поэтому я молчал, поэтому скрывал правду. Я прошу прощения. Не принимай во внимание то, что сказал брат. Он тоже сильно ранен. Он сейчас занят тем, что сражается с жизнью. Пытается держаться. Пожалуйста, поговори со мной, дочка. Прошу тебя. Выслушай меня, позволь рассказать. Если хочешь, пойми меня. Если хочешь, вини меня, делай, что хочешь, но позволь мне раскрывать. Не закрывайся. Ты закончил? Я присяду здесь где-нибудь. Я хочу быть рядом с тобой, не хочу оставлять тебя одну. Ты боишься, что я причиню тебе вред, да? Не переживай, я не сделаю подобного. Нет, я знаю, что ты не сделаешь этого. Я не смогу уйти в свою комнату, то есть не смогу бросить тебя одну. Ты сказал, что тебе есть что мне сказать. Я открыла дверь. Если ты закончил, то уходи, пожалуйста. Моя дочка. Не подходи! Не подходи! Не подходи! Я не хочу! Уходи! Не заходи дальше! Выходи! Ладно, хорошо. Я уйду. Можно дверь останется открытой? Ну, ради меня. Это возможно? Сестра, ты не поверишь в то, что произошло. Но клянусь, вы очень красиво выглядели, не буду врать. Я даже позавидовала. Хорошо, ужин хотя бы хорошо прошел. Оставь ты сейчас ужин. У меня есть бомба. Оказывается, дядя Мехмед не настоящий отец Даги. Не неси чушь, Дафне, что ты говоришь? Клянусь тебе. Клянусь, во время ужина один мужчина пришел в дом. Ссора, ураган, ты бы видела. И мы слышали об этом из-за криков. Мужчина получил, конечно, от дяди Мехмета, но он постоянно говорил Даге о том, что он ее отец. И мы, конечно, в спешке вернулись домой. Этой ночью в доме дяди Мехмета свет не погаснет до утра. Ну, А как мама? Странно. Я думаю, она тоже уже знала об этом. Хотя, по правде, она это отрицает, но... Я поняла, дорогая Дафне. Хорошо. Спасибо, что позвонила. Целую тебя. Пока-пока. Я очень испугалась, Есимин. Ты что знаешь о том, что касается Эмиль? Что Эмиль пыталась узнать у тебя? Хорошо, Есимин, мы теряем время. Мне надо пойти поговорить с Мехметом. Я говорю тебе, что ты ей дала? Есимин. Я сказала ей самый большой секрет Мехмета, хорошо? Но я не смогу сказать тебе это. Мне надо идти. Минутку. Самый большой секрет? Есимин, вернись домой.
Ты поняла меня? А потом мы долго-долго поговорим. Вернись домой. Пусть тебя накажет Аллах, Эмель. Ты и в этом замешана. Я не понимаю, что ты за человек. Не трогай. Не трогай. Не трогай. Держись подальше, не трогай. Ферид. Ферид, ты в порядке? Что с тобой? Что происходит? Я в порядке. Ничего такого, я в порядке. Это ты убил маму. Она и так была на краю пропасти, а ты ее толкнул туда. Потом убежал за границу. Будто ничего не было. Будто ты ей не угрожал и не загнал в угол. Будто ничего не случилось, ты убежал. Когда ты болела в детстве, ты не впускала меня в комнату, помнишь? Ты просила ждать возле двери, потому что боялась, что я тоже заболею, если зайду. А я ждал, пока ты заснешь около двери. Я заходил, когда ты заснешь. Тихонько сидел рядом и смотрел на тебя до утра. Ты что снова задумала, Эмиль? Будем вместе сегодня, сынок. Будем вместе и поговорим. Дуа успокоилась, наверное. Это Эмель вытащила Екту из той норы, где он прятался. А кто еще? У него нет смелости на это. Он надеется на Эмеля. Папа, надо поговорить с Эмель на ее языке.
Твои действия по закону ни к чему не приводят. Нам нужно делать так же, как она. Бить по больному. Чинар, хотя бы ты возьмись за ум. Не хочу и с тобой возиться. Посмотрю, как там Доа. Рюзгар, побудем вместе сегодня. Хорошо. Ты слышала, что случилось с отцом Атэша? Нет, не слышала, что случилось. Его убили. Что? Ну уж нет. Неизвестно, кто это сделал. Ищут виновного. А ты как? Тебе лучше? Мы были в шоке, когда услышали. Не могу представить, как ты. Я не в порядке, Рюзгар. Чувствую себя так, словно меня обманули. Да, Папа пришел, поговорим потом. хорошо, увидимся. Заходи. Я хочу, чтобы мы провели день вместе. Ты, я и Чинар. Мы все вместе сядем и поговорим. Я не хочу. Я говорила с Рюзгаром, сегодня буду с ним. Я хочу, чтобы ты осталась дома, дочка. Нам нужно поговорить. Вы 16 лет не говорили, сейчас будете разговаривать. Вам пришло это на ум, когда тот человек появился? Хочешь ты этого или нет, но нужно. Нужно решить проблему между нами. Мы семья, дочка. Какая семья? Брат прав в одном. Эта семья построена на лжи. Чинар тоже расстроен. Уверена, что очень расстроен. Он все время говорит «твоя мать», не слышал? И может сказать «моя мама». Он ненавидит ее. Его ненависть убила ее. Ты поступаешь с ним несправедливо. Не надо, прошу. А как же несправедливость по отношению ко мне? Что с этим будем делать? У кого мне за это спрашивать? Я буду сегодня с Рюзгаром. Если я под домашним арестом, скажи это прямо, чтобы я знала. Хорошо. Но ты будешь отвечать на мои звонки, ладно? Если он попытается к тебе приблизиться, сразу же скажешь мне, поняла? Поняла, Я серьезно, Дуа. Я не хочу, чтобы ты разговаривала с этим человеком. поняла, поняла. Я не видела его 16 лет и не интересуюсь им. Мне какая разница до него? Я зла на вас. Дядя Хакан убит. Пусть покоится с миром. Вот это новость. Ты мне никак не помог при жизни, но после смерти очень подсобил. Молодец. Вот же ж Ешар. Ты прямо как кот. Ты в любом случае приземлишься на 4 лапы. Молодец какой. Жди меня, щукой, я иду. Как поделиться тут? Я сделал то, что ты просила, Щуко. Ты тоже сдержи слово и вернись домой. Что? Сестра, что случилось? Мафиози, который приходил и шантажировал тебя. Да. Его вчера убили. Что ты говоришь? Кто убил? Не знаю. Разыскивают. Неизвестно. Так написано в новостях. Мама, я встречусь с Дао, имей в виду. Хорошо. Мехмед в курсе? Не знаю, можешь поговорить с ним, если хочешь. Поговорю, сынок. Это... Рюзгар, Дага сейчас злится. Проследи, чтобы она не сделала ничего плохого. Заботьтесь друг о друге и не делайте того, о чем пожалеете. Хорошо, племянник? Хорошо, хорошо.
Не переживайте. Я получил свой урок. Я прослежу за Даой. Поговорим просто, ничего не будем делать. Вы уходите? Уходим, едем в ателье. Если хотите, загляните с тобой. Не буду обещать, посмотрим. Увидимся. Я возвращаюсь домой, Хандан. Откуда это сейчас взялось? Ни в коем случае, сестра. Мехмед откроет дело, как только ты захочешь. Хандан, я все время думаю об Асии. Она нуждается во мне. А что будет с твоими нуждами, сестра? Может, Ешару пойдет на пользу Асия. Может, ребенок принесет спокойствие и радость в наш дом. Ты мне что-то не договариваешь. Нет, дорогая, я всем с тобой делюсь. У меня никого нет, кроме тебя. Не уходи, сестра, мне неспокойно от этого. Ясемин в том доме, а ты уходишь к Ешару. Как мне быть спокойной? Если бы не Асья, лицо Ешара видел бы только шайтан. Я бы туда не пошла. Но я не могу отвернуться от ребенка, у которого нет мамы. Я не могу так, Хандан. Идем. Почему ты позволил Ясемин снова работать у Мехмета? Суда каждый день будет там. При чем тут суда? Умоляю. Она и ребенка потеряла. Суда так говорит. Но я в этом не уверена, сынок. Зачем ей врать? Зачем ей врать? Ах, мой наивный сынок. Потому что она знает, что ребенок не останется незамеченным. Ты думаешь, что каждый что-то замышляет. Никому не доверяешь. Я пришла к этому не за секунду, сынок. Жизнь меня била и била и научила. Я и тебя пытаюсь научить. Но ты не слушаешь. Ферит, ты в порядке? Посмотри туда, мама. Ферит, что происходит, сынок? Переведено и озвучено специально для сайта turkserial.co. Что там? Все в порядке? Ничего плохого? Не о чем беспокоиться. Все в порядке. Могу посмотреть? Можете его не заметить, если не будете внимательно смотреть. Он еще маленький. Это маленькая фасоль мой ребенок?
Где твоя жена? Вы все одинаковые, мама. Когда речь о сборах, между вами никакой разницы. Я возьму сумку и приду. Это ее сережка. Сережка Айше. Алло. Хорошо, Илдерим, пусть подождет там. То, что вы так внезапно бросили лекарство, привело к такому эффекту. Из-за этого могут быть побочные эффекты, включая галлюцинации. На самом деле все было хорошо. До самого утра ничего не было, но потом... У всех лекарств разное воздействие. Поэтому прекращать прием этих лекарств можно только под контролем врача. Ах, Вифи, ах, кто знает, куда он делся. Смотри, дочка, как тебе тут? Вот и папина яхта. Красиво? Не ври, папа. Яхта бывает в море. Это не яхта. Ах ты мой цыпленочек. Смотри, дочка, я до этого возраста за всю свою жизнь ни разу не врал. Смотри, ни разу. Ладно, ты узнаешь своего отца со временем. Смотри, я на все способен, но ложь никогда. Поняла? Врать очень плохо, ты тоже ни за что не лги. Идем, идем, давай поедим тут. Но тетя говорит, что ты постоянно Да врешь. не слушай ты эту тетю. Кто ей вообще что-то говорить будет? Ей все не нравится, она ко всему придирается. Папа, дай мне телефон. Дочка, разве сейчас время играть? Смотри, мы будем обедать. Вот, поиграй с этим ключом. Телефон. О, от тебя ведь не избавиться, да? Возьми. А у тебя нет золота в телефоне, папа? Какое золото, дочка? Кто потерял золото, чтобы я нашел, дочка? Какое еще золото? Ну открой золото, папа. Дочка, чье золото я открою? Что мне записать? Золото? О чем ты? Золото? Что это такое, песня? Открой телефон и включи золото. Ну давай, напишем. А, ты об этом? Это хочешь? Ты невероятна. Ты тоже вставай, папа. Мне тоже потанцевать с тобой? Ну давай. Я съем тебя, дочка. Правда, всю съем. Привет. Добро пожаловать, Мехмед. Садись, пожалуйста. Я не знал, что делать с самого утра. Ноги сами привели меня сюда.
Правильно сделал. Мехмед, если честно, и я думала о тебе, то есть... С одной стороны, мне стыдно, что это все из-за меня. Чья это вина, и так ясно. Я еле сдерживаю себя, чтобы не пойти не задушить ее. Ради Всевышнего не говори, так тебе совсем не подходит. Я устал вести себя так, как мне подходит. Быть хорошим человеком, честным, это иногда сложно дается. Да, сложно. Порой очень сложно, но... Разве не в этом как раз ценность? Быть как Эмиль очень легко. Я только решил, что все хорошо, и посмотри, что произошло. Я говорю, давай поговорим, она отказывается. Прошу дать шанс все рассказать. Я сказал, что не говорил, чтобы защитить ее. Я ведь не рассказал из-за страха. Я боялся, что она выберет его, а не меня. Мехмед, ты правда очень хороший отец, то есть... Нормально, что Дога так реагирует. У нее все мысли запутались. Но ваша связь с ней такая крепкая, что не разрушится такими ссорами. Юль, Чинара нет? Нет, он еще не пришел. Что с твоим лицом? Это последнее фото Айше, снятое в день пропажи. Да. Посмотри на сережку. И такая же сережка. Ты где ее нашла? В спальне Эмиль. Что тут происходит? Эйсимин нашла такую же сережку, как у Айше, в день пропажи, среди вещей Эмиль. Главный вопрос, что эта сережка делает у Эмиля? Ясемин, поговорим немного снаружи. Да, можно. Екта съехал из дома. Я пошел утром, но пусто. Мехмед, я переживаю не за то, что происходит с Дагой. Я боюсь, что ты что-то сделаешь Екте. Мне что, молчать? Нет, не молчи, но не становись виновным, когда ты прав. Дуа с Чинаром плохо ладит. Дуа винит Чинара в смерти матери. И это нормально, Мехмед. Как я сказала, у нее сейчас спутаны все мысли. Она ищет, кого обвинить. Она вынуждена скинуть на кого-то этот груз. Но, Мехмед, ты вспомни, от чего вы дошли до этого. В конце концов, их отношения наладятся, и ваше все придет в норму. Мне так идут на пользу разговоры с тобой. Когда я говорю с тобой, моя вера в то, что будет все хорошо, растет. Иногда достаточно просто произнести в мыслях твое имя, и мне хочется улыбнуться. Чинар, я знаю о том, что произошло вчера. Если захочешь поговорить... Ясемин, почему ты продолжаешь этот глупый брак? Почему ты все еще в том доме? Чинар, ты знаешь причину, я вынуждена. И сережку я нашла благодаря этому. Ты не вынуждена, Ясемин. По-моему, ты сама этого хочешь. Ты сейчас несешь бред, Чинар. Или тебя впечатлило, как Ферит ради тебя передал акции маме? Чинар, не глупи, почему ты себя так со мной ведешь? Ясемин, ты правда веришь, что Ферит проговорится, если будешь рядом с ним? Насколько близка ты будешь? Где будет твоя грань, например? Когда вы начнете спать вместе? Что с тобой случилось? Почему ты так разговариваешь? Потому что я вспомнил, как легко женщины могут врать. Я не вру, Чинар.
Знаешь, какая ложь самая опасная? Ту, которую говоришь сама себе. Продолжай обманывать саму себя, Есимин. Я не буду больше играть в эту игру. Потому что это все полный бред. Ты в порядке, Чинар? В полном. Ну ладно, увидимся. Что такое? Вы поссорились? Я не знаю. Он искал, на ком сорваться, и нашел меня, кажется. Люди в такие моменты срываются на самых любимых, Есимин. Ты должна это понимать. Что это значит, Эйлюль? Если бы человек, которого ты любишь, женился бы на другой, и ты была вынуждена видеть его каждый день, ты бы тоже была нервной, Есимин. Эйлюль, не глупи, пожалуйста. Наш брак с Феритом ведь даже не настоящий. Да и Чинар в меня не влюблен. При чем тут это? Ты себя пытаешься убедить в этом? Или меня? Смотри, мне теперь не интересен Чинар, если ты поэтому так говоришь. Да и ваш брак уже очень правдоподобен, Есимин. Вы живете с ним в одном доме, да еще и с его мамой. Увидимся, Хандана. До встречи. Переведено и озвучено специально для сайта turkserial.co. Садись, Ферит. Я удивился вашему звонку, тетя Хандана. Ты знаешь о поступках своей матери? В каких поступках? Я злюсь на тебя и жалею тебя, Ферит. Правда. Наверное, быть ребенком Эмель сложно. Кто знает, что она заставила тебя пережить, какое у тебя было детство и какие травмы. Нелегко быть тобой. Что она сделала в этот раз? Она отправила мою дочь на собеседование. Пока Есимин там ждала, туда зашел вооруженный мужчина. Он навел на нее со спины пистолет. И все это я видела в прямом эфире. Она угрожала мне смертью дочерью, вот что она сделала. Мама не могла такое сделать. Она обещала мне не трогать Есимина. Не могла сделать? Ферит Эмель 7 лет назад была в отношениях с Джилялем. Она сожгла мой магазин. Заставила моего сына стрелять в Мехмета. Ты все еще говоришь, что она не могла? У твоей мамы уже ведь нет никакой грани, сынок. Ты все еще не понял? Смотри, Ферит. Есимин в том доме в опасности. Ты понял? Если ты ее очень любишь, то защити мою дочь. Защити мою дочь в том доме. Защити от своей матери. Чинар? Добро пожаловать к Добруле. Эфе, мне нужна твоя помощь в одном вопросе. Прошу.
Сможешь мне найти точно такую же? Но срочно. Нужно к вечеру. Улажу. Спасибо. Тогда жду от тебя вестей. Хорошо, это на мне, не переживай. Эфе. Последнее время Дуа нуждается в брате. Ты же есть. Не думаю, что она захочет разговаривать со мной. Что случилось? Смотрите, тетя Хандан, я даже не притронулся к вашей дочери. Не унижал из-за того, что мы поженились, не делал ничего лишнего. Я знаю, что мои поступки неправильные. Я стараюсь, чтобы исправить это, стараюсь, чтобы вновь заполучить Есимин, чтобы мы были как прежде. Хорошо, моя любовь может казаться вам немного больной. Это может пугать вас. Но я не позволю никому расстроить Есимин. Даже если это моя мать. Я защищу ее даже от нее. Не сомневайтесь в этом. Я должна поговорить с этим человеком, Рюзгар. Не глупи, Дуа, твой отец предупредил. Мне нужно послушать все от него, Рюзгар. Ты очень расстроишь дядю Мехмета, если поговоришь с ним. Знаю. Ты правда хочешь расстроить дядю Мехмета? Ты глупишь. Я хочу, чтобы он понял, как расстроил меня Рюзгар. Все рассказывают мне лишь о том, что пережили они. И брат, и он. Никого не интересует, что пережила я и чувствую я. Разве ты не поступаешь несправедливо? Это со мной поступать несправедливо. Один молчал, другой сбежал, уехав за границу. Никого не интересовало, что я пережила. Мне нужно поговорить с этим человеком. Мне нужно с ним связаться. Икта, ты не будешь самовольничать. Понятно? Мне интересно, сколько еще раз ты можешь это сказать? Пока не убежусь в том, что ты понял. Мехмед рано или поздно узнает, что за этим стоишь ты. Он и так знает. Это же не секрет. Должно быть, Мехмед тебя сильно разозлил. Иначе на ровном Икта. месте. Ты лучше занимайся только своими делами. Не нужно так думать обо мне. Мне надоели номера в отелях. Не могу продолжать находиться там. Ты позвонишь Даге. Встретишься с ней и поговоришь наедине. А если она сообщит отцу? Не сообщит. Она сейчас, естественно, очень зла на него. Я бы не подумал, что мое уважение господину Мехмету будет расти с каждым днем. Но Дуа так не считает. Она очень зла на нас обоих. Я боюсь, что она совершит ошибку. Нет ничего нормальнее, чем ее злость сейчас. Порой человек нуждается во времени, чтобы переварить правду. Я боюсь, что за это время она навлечет на себя беды. Я займусь ей. Не переживай, я не сомневаюсь. Ты был для Дуа братом больше, чем я. А не может быть такого, что этот человек искренен в своих действиях? Не может быть такого, что он хочет видеть свою дочь? Этого типа волнует не Дуа и никогда не волновало. Этот тип по имени Икта настоящий мошенник. Тогда тебе не нужно бояться. Дуа за 500 метров увидит мошенника. Скоро поставит его на место. Тогда жду от тебя вестей. Свяжемся, когда я улажу это дело. Спасибо, Эфе. Алло, Дуа, привет. Я твой отец, Икта. что ты хочешь? Нам надо встретиться наедине. Нам есть о чем поговорить. Где захочешь.
Хорошо, я скину тебе адрес. Хорошо. Это был он. Что он хочет? Хочет встретиться. Сказал, что нам есть о чем поговорить. По-моему, тебе не стоит видеться с ним, Дуа. Смотри, Рюзгар, не смей говорить папе, хорошо? На этот раз я реально вычеркну тебя, имей в виду. У тебя есть отец, Дуа. Причем очень хороший отец. Ты не нуждаешься в человеке, которого не было 16 лет. Ты же не знаешь, что пережила, Рюзгар. Ты не знаешь, как я провела эти 6 лет. Ты не знаешь, что в тот день заставила меня выйти на террасу. Поэтому не учи меня. Будь рядом, этого достаточно. Я не хотел вчера предстать перед тобой таким образом. Но я был вынужден, у меня не было другого выхода. Мехмед как-то останавливал меня. Зачем ты пришел? Почему спустя столько лет? В чем твоя проблема? Я очень поздно узнал, что ты моя дочь. Как только узнал, сразу связался с твоей мамой. Но после пережитой трагедии все перевернулось с ног на голову. Я не осмелился появиться перед тобой. Подумал, что ты и так недавно потеряла мать, а если еще приду, расскажу все. Не знаю, мне показалось это неправильным. А почему сейчас? Что изменилось сейчас? В прошлом месяце я попал в тяжелую аварию. Вернулся с того света. В тот момент на ум приходила только ты. В тот момент я принял решение, что обязан тебя увидеть. Даже если Мехмед выгонит меня из дома, застрелит, убьет, меня это не волнует. Я захотел узнать тебя. Захотел, чтобы ты узнала меня. Только это, то есть? Ты попал в аварию, вернулся с того света и внезапно вспомнил, что у тебя есть дочь? Конечно, не все в один миг. Но не было ни дня, чтобы я не думал о тебе, Дуа. Ни дня. Иногда бывало такое, что я приходил к дверям твоей школы и наблюдал за тобой. Ты даже не знала. Заметил, как ты выросла. С удивлением заметил, как ты с возрастом все больше похожа на свою маму. Я не говорю лишь о внешнем сходстве. Твои манеры, поведение. Я не захотел умирать, не построив связь с тобой, Дуа. В тебе есть что-то неправдоподобное. В истории, которую ты рассказал, что-то не сходится. Ты права, конечно. Человек, который не показывался на протяжении 16 лет, предстает перед тобой и говорит, что он отец. Очень нормально, что ты не веришь. Было бы странно увидеть другую реакцию. Добро пожаловать домой, Щуко. Что происходит, Ешар? Моя дорогая жена вернулась домой. Я не могу устроить для нее праздник. Ты правда убил того человека, Ешар? Тише, тише. У стен есть уши. Что случилось, то случилось. Кое-что сделали. Ну, не будем говорить об этом, даже между собой не будем, ладно? Хорошо, пусть будет так. Где Асья? Эта Айтен пришла к двери. Начала рыдать. Пожалел, не выдержал, сказал, хорошо, ладно, пойдет ненадолго. Видите ли, я не могу быть хорошим отцом для нее. Видите ли, она очень соскучилась. Нам нужно успокоить эту женщину насчет Асья, Ешар. Почему? Аллах, Аллах, дочка-то моя. Зачем мне кого-то успокаивать? Ты будешь для нее матерью в 10 раз лучше, чем Айтен. Нельзя так. Я пойду поговорю, заполучу прощение Айтен.
Ты понял, что я сказала? Ты уверена, что хочешь это сделать, дочка? Не называй меня больше дочкой. Прошу прощения, ты права. Я должен это заслужить. Ты права. Ты уверена, что хочешь сделать это? Уверена. Ты же понимаешь, какие будут последствия? Да. Смотри, не пойми меня неправильно. Я так говорю не потому, что боюсь Мехмета, но... Мехмет сойдет с ума, когда услышит это. Знаю. Хорошо. Сделаю то, что ты хочешь. Причем сегодня. Сегодня сделаю. Не звони мне. Если потребуется, я тебе Как позвоню. захочешь. Дуа. Это... Я могу один раз обнять тебя? Нет. О чем вы говорили? Я совсем не почувствовала, что он мой отец, знаешь? Это нормально. Потому что твой отец дядя Мехмет. Человек, которого ты не видела 16 лет, говорит тебе «я твой отец», не становится твоим отцом. По-твоему, мы похожи? Нет, дорогая, не похожи. Во мне столько злости к папе и к Чинару. Я так хочу им сделать больно, Рюзгяр. Я прошел через это, Дуа. Это ни к чему не приведет, только навредит. И в итоге ты очень пожалеешь, поверь. Пойдем отсюда. Асья, ты иди поиграй в комнате с Зып-Зыпом. Мы немного поговорим с твоей тетей Шукран, хорошо? Хорошо. Только не сплетничайте. Это грех. Не переживай, мы не будем сплетничать. Давай, давай, проходи в комнату. Пока-пока. Шукран, почему ты вернулась? Я очень обрадовалась, что ты наконец-то избавилась от Яшара. Я вернулась ради Асии. Спасибо, Шукран. Но я не оставлю Асию Яшару. Ты не переживай. Айтен, мы обе знаем Яшара. Он не оставит тебе девочку. Он по закону ее отец, и это его право. Пусть пропадет пропадом его право. Не хватило того, что он заставил пережить мою сестру, еще и стал причиной ее смерти. Айтен, ты не переживай. Я не оставлю дочку Яшару. Двери этого дома всегда открыты для тебя, Айтен. Пока что я больше ничего не могу сделать. Шукран, что ты еще можешь сделать? Если бы на твоем месте была другая, она бы сказала Яшару: забери свою дочь и уведи отсюда. Ты хочешь стать матерью для его дочери. Это так ценно. Но смотри, не пойми неправильно. Я все равно считаю более правильным, чтобы Асия росла вдали от Яшара. Слушаю. Чинар Муслуаглу? Хорошо, отправьте, пусть идет. Ты меня удивил, Чинар. Я захотел поблагодарить тебя. Если бы я тоже знала причину. За то, что прислала Якту к нам домой. Я захотел лично поблагодарить тебя за то, что положила конец лжи. Наверное, мне не нужно говорить, что я с этим никак не связана. Я не зол на тебя, Эмиль. Папа кипит, не буду лгать, но... Так или иначе, я рад, что эта ложь закончилась. Не знаю почему, но мне кажется, что ты издеваешься надо мной, Чинар. Если у тебя есть время, хочу тебя вывести на ужин сегодня.
В то время как я думала, что ты не прыгнешь выше, ты совсем высоко поднялся. Что скажешь? Есть время. Хорошо, можно. Есть. Дай свой телефон. Я запишу свой номер. Я записал свой номер. Свяжемся тогда. Хорошо, увидимся. Это что было? Ты отвозил Есимин в тот день на собеседование? Да. Каким было собеседование? Кажется, произошло недопонимание. Собеседования не было. Илдырым, ты знаешь о произошедшем? О произошедшем? Не понял. Смотри, Есимин моя драгоценность. Если ты выполнишь какой-либо приказ мамы по причинению ей вреда, я тебя сотру с этого мира. Очевидно, произошло недопонимание. Я уберу всех, кто стал причиной недопонимания. Не переживай. Я разговариваю, Эмель, не переживай. Узнаю, зачем она привела Икту. Если у Икты есть новый адрес, ты его узнаю. Что ты хочешь от Доа? Что тебе будет от того, что ты испортишь ей жизнь? Я никогда не видел женщину с таким злым сердцем. Думаю, она не всегда была такой. Что ты хочешь сказать? Она мне один раз об этом рассказала. Больше ни она эту тему не открывала, ни я. Мы обе были пьяны. Как я и сказала, больше не говорили. Был учитель во времена университета. Сичкин Карахан. В то же время известный предприниматель. Эмель во времена университета подверглась насилию со стороны этого мужчины, Мехмед. Правда? Она не пожаловалась? Пожаловалась, конечно, но это дело прикрыли. Она мне говорила, что отказалась быть жертвой того, что с ней случилось. Не позволила этой ситуации испортить жизнь. Мою судьбу написали не те ситуации, что со мной случились, а я сама. Она вышла замуж за этого человека? Вышла. Но мужчина в это время был женат. Большой скандал для всех. Ферит эту правду не знает. Он знает версию, что взрослый учитель влюбился в молодую студентку. Эта романтическая версия более легко воспринимается, чем настоящая. Это страшное дело. Мне кажется, эта ситуация привела Эмель в такое состояние. С того момента ее жизнь поделилась на две части – черную и белую. Атеш, некоторое время ты будешь везде с охраной, включая школу. Кто это сделал, по-твоему? Не знаю. Все могут быть. Положение отца неизвестно. Что с нами теперь будет? Сначала переживем похороны. Я не про это спрашиваю. Что с нами теперь будет? Сынок, очень рано говорить об этом. У нас будет много времени. Мы очень расстроились. Спасибо. Примите наше соболезнование. Спасибо. Аминь. Аминь. Я ненавижу похороны. Знаю. Куча людей, которые делают вид, что расстроились. Хорошо, ты иди. Что случилось?
Твои друзья пришли, иди. Мои друзья? Давай, иди. Может, не надо было приходить? Отец, прими мои соболезнования. Друг, прими мои соболезнования. Мы его только по новостям знаем, конечно, но... Эко, Что я сказал? Спасибо. Вы утомились, пришли. Спасибо. Клянусь, Дэфне настояла, друг. Я бы не пришел, врать не буду. Это похороны мафии все-таки. В нас может кто-то выстрелить. не глупи. Логичнее было не приходить, Эко. Смотри, я же сказал. Я захотела увидеть тебя. А когда ты не ответил, я запереживала. Многие звонят, спрашивают, поэтому я выключил телефон. Пошлите внутрь. Переведено и озвучено специально для сайта turkserial.co. Мама. Примите мои соболезнования. Мафия потеряла большого господина. Его место не занять. Спасибо. Примите мои соболезнования. Ты дочка Хандан? Да. Мама знает, что ты здесь? Не знает. Я предполагала. Мы пройдем внутрь, мама. Хорошо, сынок. Спасибо, здоровья вашим ногам. Почему Рюзгар не пришел? У Даги есть некоторые проблемы. Поэтому они с ней вместе. Какие проблемы? Будет неправильно мне говорить об этом. Отец Дуа не ее настоящий отец. Ее биологический отец по имени Якта появился вчера, когда там была семья Дэфне. Я не умею рассказывать, Ико. Аллах, Аллах, не рассказывала бы. Ты не знаешь, какой я болтун, что ли? Я не тот человек, который умеет держать секреты. Как я сразу же сдал твою любимую Бериджик. Я очень скучаю по Бериджик. Еще даже дня не прошло с расставания, Ико. Ты еще у меня спроси про это. Хорошо, что вы пришли. Изменили обстановку. Спасибо, друг. Друг? Ты теперь будешь главным начальником? Эй, бросишь школу? Да ну... Неужели ты становишься настоящей мафией? Нет ни одного человека, который в жизни столько использует слово «мафия». А вы между собой не говорите, что ли? Если есть ошибка, исправлюсь, чтобы перед твоей семьей не позориться. Правда, хорошо, что вы пришли. В такое время сменили обстановку. Мне на пользу. Я предполагала, что тебе это нужно. Еще раз спасибо. Звони мне в любое время, хорошо? Не стесняйся. Говорю, потому что захочешь, наверное, видеть вокруг нормальных людей. Позвоню, конечно. Мы бы поехали на такси, друг. Ладно, давай, пойдем. Шагай. Друг, мы бы на такси поехать смогли. «13, 14, 15, 16. Не хватает. Только вора не хватало. И он появился, вот и все. Скажи-ка мне, у нашей девочки немного длинные руки? У нее есть плохие привычки? Бабушка, Дэфне сумасшедшая, но не воровка, если ты это пытаешься спросить. Хорошо. Хорошо. Дочка, у нашего сыночка длинные руки. Есть у него такие плохие привычки? Ну... Но ты не от меня услышала. Я его ловила несколько раз, когда он брал деньги у мамы из кошелька. А что? Спасибо. Спасибо, моя чистосердечная дочка. Спасибо. Спасибо.
Не пропадай из виду, Илдерым. Не переживайте, я здесь. Добро пожаловать. Спасибо. Ты настоящий джентльмен, Чинар. Делаю все, что в моих руках, скажем так. Выглядишь шикарно. Делаю все, что в моих руках, скажем так. Я попросил чего-то легкого для нас. То есть, ты не спросишь, что я хочу съесть? В этом вопросе можешь довериться мне. Я не думаю, что в каком-либо вопросе могу тебе довериться, Чинар. Но не вижу проблем в том, чтобы оставить тебя течению. Ферид знает, что ты со мной на ужине? А твой папа знает, что ты со мной на ужине? Мама, нам нужно поговорить. Хорошо. Что случилось? Дуа сегодня виделась с этим человеком. С человеком, который представился отцом. И? Меня заставило дать слово, что я не скажу ее папе. Хорошо, Рюзгар. Все-таки ты не нарушил слово. Ты не ее папе рассказал, а мне. Хорошо, но я чувствую себя так, будто предаю Дуа. Но если не скажу, мне будет неспокойно. Как сложно брать ответственность. Верно, сложно. О чем они говорили? Она не рассказала детали. Но Дуа очень больно, мама. И она хочет сделать больно дяде Мехмету, это видно. Рюзгар, если вы еще раз поговорите, и ты что-то узнаешь, обязательно скажи мне, хорошо? Ты не предашь подругу. Наоборот, оберегаешь ее. Мешаешь ей совершать ошибку, хорошо? Хорошо, спасибо, мама. Слушаю, Хандан. Здравствуй, Мехмед, как ты? Как мне быть? Дуа не выходит из комнаты, Чинара дома нет. А я читаю книгу уже полчаса на одной странице. Кого обмануть пытаюсь? Понимаю, ты прав. Я скажу тебе кое-что, Мехмед. Мы немного поговорили с Рюзгаром только что. Они сегодня говорили с Дагой. Дага виделась с этим человеком. Рюзгар деталей не знает, они не говорили, но... Я подумала, что ты захочешь знать об этом. Дуа мне ничего не сказала. Я предположила это. И ты не подавай виду. Потому что мы не хотим, чтобы ее доверие к Рюзгару подорвалось. Ты права. Можешь поблагодарить Рюзгара от меня, что повел себя так. Хорошо, поблагодарю, не переживай. Мехмед, ты тоже будь спокоен, хорошо? Эти дни тоже пройдут, все останется позади, не переживай. Дай Аллах, Хандан, дай Аллах. Спасибо, что позвонила. Увидимся, спокойной ночи. Спокойной ночи. Ну а почему ты вернулся из Рима? Если не хочу говорить об этом, то говорю, что соскучился по кебабу с фисташками. А если не хочешь пройти мимо? Соскучился по семье. Думаю, я скучал по месту, которое считаю домом. Твоя семья проживает тяжелые времена. Смотри, хорошо, что ты здесь. Разве семья — это и так несложная вещь? Ты так не думаешь? Жертвенность, понимание, попытки обратить внимание родителей на себя.
Я не могу сказать, что люблю многолюдные семьи. Мне хватает семьи с одним ребенком. Ну уж нет, Эмиль. Для человека, который живет со своей невестой под одной крышей, это немного претензионная фраза. Ты хорошо общаешься. Ну, я правда неплох. Ты флиртуешь со мной, Чинар? А ты хочешь, чтобы я флиртовал с тобой, Эмиль? Маленькая черная рыбка за черным домом своей мамы? Я не в настроении разговаривать. Ты во время ужина была в своей комнате? Что ты хочешь? Ничего. Что вы сегодня делали с Рюзгаром? Просто гуляли. То есть не делали ничего особенного. А еще? Если ты хочешь что-то спросить, то спроси, я отвечу. А если не будешь спрашивать, оставь в покое. Ты знаешь об этом, Мехмед? У меня есть для тебя маленький сюрприз. По-твоему, правильно, что мы так быстро идем, Чинар? Хотя бы еще на один ужин сводил бы. Открой, пожалуйста. Понятно, что это не подходит к моему стилю. Что это? Тебе не показалось это знакомым? Оно должно показаться знакомым? Я думаю, что да. Мне жаль, но мне это ни о чем не говорит. Это сережка Айше, Эмиль. А ты зациклился на этой теме с Айше. Ты права, я зациклился. Но я узнаю, что произошло с этой девушкой. Я уверена, что ты узнаешь. А когда узнаешь, то и мне сообщи, хорошо? Не сомневайся. И... Сладкое или кофе? Знаешь, а ты веселее своего отца. Хотя бы каждый раз, когда мы встречаемся, ты не грубишь мне. Ты уверен, что не ты приемный? Если бы это было так, ты бы знала. И уже отправила бы к нам домой моего биологического отца, не так ли? Ты начал мне нравиться. Кофе. Обычный. Сейчас. Я получил удовольствие. Давай повторим это как можно скорее. Удивительно. Ну и я тоже. Переведено и озвучено специально для сайта turkserial.com. В чем его проблема? Если будет что-то, о чем ты должен знать, то я скажу тебе, Илдырым.
Ферит сегодня задавал мне много вопросов о Есимин. Наверное, он в курсе о собеседовании. Я поняла. Когда я приду домой, меня опять ждет работа. Да? Почему ты мне не рассказала о произошедшем в тот день, когда моя мама отправила тебя на собеседование? А что бы изменилось, если бы я рассказала? Моя мама должна знать, что она не может делать такое. Она должна знать, что я не разрешу сделать такое, Есимин. Ферит, твоя мама прекрасно знает, что и не надо спрашивать твоего разрешения. Тебе об этом не я сказала, но твоя мама опять глупит, Ферит. Мама, серьезно? Что она опять сделала? Ты тоже не доверяешь мне, Ферит? Это подходит твоей маме. Что надо сказать о Чинаре? Ладно, я поднимаюсь в комнату, Ферит. Я не хочу сталкиваться с твоей мамой. Где ты был? Нигде. Просто погулял. С Эмиль. Зачем ты спрашиваешь, раз знаешь, папа? Сынок, что ты делаешь на ужине с этой женщиной? Скажем так, я действую ее же методами. Ты глупишь, Чинар. Папа, я знаю, что делаю. Тебе не подходит это, сынок. Как можно скорее образумся. Это обычный ужин. Ты преувеличиваешь, Чинар. Не делай этого. Я не знаю, чего ты добиваешься, но не делай. Держись от нее подальше. У нас и так огромное количество бед. Я у тебя только один раз спрошу. Вот я и начинаю. Ты угрожала тете Хандан тем, что убьешь Есимин. К тому же еще у нее на глазах. Сколько раз мне надо будет сказать тебе об этом, Ферит? Я не буду стесняться делать то, что надо. Тогда и где это будет необходимо, сынок. Я так дошла и дальше дойду. То есть ты соглашаешься? Ты направила пистолет на мою жену. Ферит, послушай, ты продолжай играть в брак, а я буду действовать так, как буду считать нужным, хорошо? Не будем обижать друг друга, не тяни уже. Ты теперь будешь развлекаться с Чинаром? Я не знаю, кто и о чем тебе донес, но не вмешивайся в мои дела, Ферит. Не хватило того, что у тебя были отношения с женатым мужчиной? А теперь ты гуляешь с парнями возраста своего сына, вот так? Раньше ты знал, как надо разговаривать с мамой. Есимин испортила тебя. Но если так пойдет, то я не остановлюсь только на угрозах. Будь в курсе. Вы ругались внизу? Ваши голоса даже здесь были слышны. Ты копаешься в моих вещах? Зачем мне это делать? И ты, и я прекрасно знаем, зачем ты это сделала, Есимин. Не смей думать, что сможешь выставить меня дурой. Хорошо? Вы можете быть много кем, но вы не дура. Об этом даже я знаю, не переживайте.
Хорошо, прекрасно. Что это сейчас значит? Что ты проворачиваешь? Подожди-ка, госпожа Эмиль. Мы только начинаем. Она прямо такая же получилась. Никто не отличит их друг от друга. Не отличит. Оригинал останется у нас, а ты эту положишь туда, откуда взяла Исимин. Хорошо. Ты скажешь, что задумал Чинар? Ну, исходя из того, что его самого здесь нет. Эмиль слишком полагается на себя. Она думает, что никто не выйдет на ее след. Но если мы сможем проявить у нее сомнения в самой себе, то она приведет нас к Айше. По крайней мере, Чинар так думает. Нам нужно только вложить сомнения в ее голову. Хорошо, но как это будет? Чинар сказал, что это его работа. Не сообщил деталей. Ну, хорошо. Тебя Мехмед отправил? Или ты сама решила прийти, Суде? Меня никто не знает так хорошо, как ты, Эмиль. А меня никто, как ты. Пока мы с тобой видим это, нет никакой опасности. Мы не навредим друг другу, не так ли, Суде? Тогда спрошу прямо. Куда ты поселила Якту? Сказать полностью адрес? Или достаточно района? Я предпочту весь адрес. Уверена в этом. Хорошо. А что ты мне дашь взамен на это? Алло, Мехмед. Я узнала адрес Якты. Отправляю тебе сейчас. Здравствуйте. Прошу. Для Эмиль Карахан. Спасибо. Пожалуйста, хорошего дня. Вам пришли, госпожа Эмиль. Прекрасным был ужин. Надеюсь, скоро повторим. Чинар. Воду поставить? Поставь. Спасибо. Дефне? Слушаю. Приготовься, мы уходим. Куда уходим, бабушка? Увидишь, когда придем. Давай, не возникай, давай. Аллах, Аллах. Район Кашиклы, улица Агденис, 19, Бейкос. Госпожа Рабия, вы видели Дау? Она вышла, господин Мехмед. Она сказала, что вы в курсе. Да, ответь, дочка.
Доброе утро, Хандар. Доброе утро, господин Мехмед. Necmiye teyzeciğim hoş gelmişsin. С добром пришли, с добром. Давай поцелую. Не сглазить бы, ты совсем не изменился. Как и всегда, вежлив и почтителен. Прошу, присаживайтесь. В Рамадан у нас свободно. Нет, мы не останемся. Это моя внучка, о которой я говорила. Будет с тобой работать. Неделю 4 дня. Хорошо? Tamam mı? Siz Вы между собой обсудите расписание, хорошо? tamam mı? Что это за работа, бабушка? Что происходит? Юнис, позволишь нам поговорить? Eder misin? Какая работа, бабушка? Я не могу работать, у меня школа. Ты должна была подумать об этом, когда крала золото. Çekti. Bana Ты должна мне золото. borcum var. Или ты будешь работать здесь и заплатишь мне, или я расскажу твоей маме и будешь с ней возиться. Onunla uğraşırsın. Sen Ты принимай решение. Это клевета. Клевета, я не видела золота. Это Рюзгар тебе сказал? Он, наверное, сам украл и на меня переложил вину. Ты его приведи сюда. Он на тебя переложил вину? Да. Он тебя защищал. Сказал, что ты такого не сделаешь. А ты на него сразу переложила вину. Ты думаешь, я глупая? ne diyorsun? Я сразу поняла, что это ты сделала. Будешь здесь работать и заплатишь мне, поняла? Что я здесь буду делать? Что скажут, то и будешь. Юнис, Зайди внутрь, зайди. Мехмед, может, успокоишься? Мы можем поговорить как цивилизованные люди. Да? Что ты здесь делаешь, дочка? мы разговаривали. Я разве не говорил тебе не видеться с ним? Говорил. Только я ее отец, Мехмед. Насколько быстро ты примешь это, настолько быстро мы сможем построить отношения. Не говори попусту. Кто хочет с тобой строить отношения? Я хочу. Я хочу узнать тех, кто поближе, и проводить с ним больше времени. Я никогда не позволю, никогда. Я не просила у тебя позволения. Я сказала, что я буду делать. Я, как твой отец, должен тебя защищать. Я запрещаю тебе видеться с этим человеком. Ты не сможешь. Еще как смогу. Еще как смогу. Мы уходим, шагай. Я не позволю ей навредить, Мехмед. Ты кто такой? Ты кто? Будешь держаться подальше от моей дочери. А что ты сделаешь, Мехмед? Что ты сделаешь? Убьешь меня? Посадишь Дау под домашний арест? Я начал дело по опеке. Ты не сможешь мне помешать видеться с дочерью. Ты не пойдешь к моей дочери. Вбей это себе в голову. Иначе я сделаю то, что потребуется, понял? Перестань вести себя жестоко. У меня есть право узнать и кто, и проводить с ним время. Это произойдет, хочешь ты этого или нет. Шагай, шагай. Вот, возьми. Шагай. Ты больше не придешь в дом к этому человеку. Ты не сможешь ничего решить криками. Я буду видеться с кем и когда захочу. И ты это прекрасно знаешь. Он нехороший. Я не позволю тебе навлекать на себя опасность. Я его очень хорошо знаю, мы знакомы с университета. Я тоже хочу его узнать. Ты пытаешься меня защитить, либо боишься, что мне понравится. Скажи честно. Если бы он был хорошим, я бы вел себя по-другому. Но я не могу смотреть, как ты бросаешься в опасность, чтобы сделать мне больно. Что ты сделаешь? Закроешь меня дома? Понадобится, закрою. Если ты так сильно боялся этого дня, почему ты раньше не сказал мне правду?
Сейчас не пришлось бы меня тащить туда-сюда. Дочка, этот человек не заслуживает твоей любви. Я его знаю. Он аферист. Он мне хотя бы не врал. А ты мне врал в течение 6 лет каждый день. Садись в машину. Сядь в машину. Хайдар, следи за ней, я скоро приду. Хорошо, господин Мехмед. Переведено и озвучено специально для сайта turkserial.co. Что ты хочешь, говори. Я хочу узнать ее. Мне можешь не врать. Что вы проворачиваете с Эмиль? Рассказывай. Она меня нашла. Это правда. Этот дом она сняла. Одежду мне купила. Это правда. Но я лишь хочу провести время с дочерью. Ты хочешь денег? Ты этого хочешь? У меня были сложные времена, Мехмед. У меня были очень сложные времена. Я был не в состоянии увидеться с дочерью. Но я не мог отказаться от возможности, которую предложила Эмиль. Я правда хочу только провести время со своей дочкой. Ладно, я не хочу с тобой долго разговаривать. Ты не будешь подавать заявление в суд, понял? Уже подал. Слушай, она тоже хочет меня узнать. Я не понимаю, что в этом может быть плохого, Мехмед? Принимаешь ты это или нет, но она моя дочь. Что может быть плохого? Ты разрушил мою семью. То, что ты сделал с моей женой, с моим сыном, а теперь очередь до дочери дошла. Хочет ее узнать и построить цивилизованные отношения? Я знаю тебя от и до. Это был старый Якта. Мы все изменились. Я тоже изменился. Я не позволю тебе. Слышала? Я не позволю тебе отравить мою дочь. Никогда. Асия, как красиво ты нарисовала. Почему солнце фиолетовое? Так красивее. Асия, хочешь увидеть свою комнату? Она такая красивая. Тебе очень понравится. Зып-зыпу интересно. Тогда все вместе посмотрим комнату. Пойдем. Посмотрим. Проходи, идем. Смотри, смотри. Тебе нравится? Асия, скажи-ка, Зып-зыпу понравилась комната? Очень понравилось. Отлично. Слушаю. Вот бы мама была здесь, ей бы тоже понравилось. Что она сказала? Вот бы мама была здесь. Ей бы тоже понравилось. Как тебя назвать? Может, Минош? Это я сказала Якте начать дело об опеке. Ты врешь, ты хочешь сделать мне больно, не так ли? Я видела с ним вчера. Сказала начать дело. И сказала, что дам показания в его пользу. Зачем ты делаешь мне это, дочка, зачем? Не все крутится вокруг тебя. Если Якта мой отец, у меня есть право узнать его. Он лицемер. Он разве первый лицемер в моей жизни? Ты ведь знаешь, что я не позволю такому случиться. Ты не можешь идти против решения суда. Ты знаешь это лучше всех. Я через 2 года буду совершеннолетней, и ты никак не сможешь меня остановить. Думаю, будет лучше, если ты признаешь это как можно раньше. Я могу что-то сделать, господин Мехмед? Следи за Дуа, этого хватит.
Не позволяй ей выходить. Хорошо. Мастер? А? Зять. Добро пожаловать. Какая честь тебя тут увидеть. Проходи. Вифи, налей нам чай. Хорошо, мастер. Я правда удивился. Вы и на свадьбу не позвали. Не буду врать, я обиделся. Я пришел бы с радостью. Где это видано? Не пренебрегайте так людьми, сынок. Некрасиво ведь. Вы ведь проворачивали дела с моей мамой, Ешара. Зять. Кто я, чтобы проворачивать дела с госпожой Эмиль? Какую работу-то я с ней могу сделать? Не ты дал пистолет Рюзгару, Ешар? Ну, вот. Эту песню я слышу постоянно в последнее время. Кого бы ни видел, все мне только это и поют. Смотри, я и так уже намучился от угрызений совести. Давай не будем открывать старые тетради. Но, очевидно, тебя отправила не мать. У вас с ней разногласия, не так ли? Я тоже не ладил со своей покойной мамой. Но среди нас двоих была права она. Она постоянно говорила мне, чтобы я учился, получил образование, но, конечно, я занимался всем, чем не нужно. И вот результат, сам видишь. Ешар, какими делами ты занимаешься? Знаешь, это будет клише, но я делаю любую работу. Ну, я так и думал. Да, и сейчас у меня дела тут так туго идут, не описать. Как будто шину надеваю на обод. Теперь еще и ребенок есть. Ты не представляешь, но ребенок очень дорогое удовольствие. Я пришел предложить тебе работу. Ты еще без стыда стоишь передо мной? Я очень стыжусь, да. Не могу сказать, что не сильно. Но не настолько серьезно, конечно. Тогда иди и стыдись у другой двери. Я из-за тебя на неделю отстранена от уроков. И это не считая позора перед всей Но школой. это не совсем благодаря мне, Бириджик. Я считаю это твоим достижением. Я не буду тут слышать твои умные высказывания. Держись от меня. Подальше. Бириджик, я пришел тебя отвезти кое-куда на самом деле. Что во фразе «держись подальше» ты не понял? Вроде довольно короткая фраза. Если ты пойдешь со мной и сделаешь то, что я скажу, то твое наказание могут отменить. И ты вернешь себе уважение в школе, где опозорилась перед всеми. И как это будет? Я сказал, что сделаю любую работу, но это все недешево, знай. Просто будешь следить, охранять, сообщать, что происходит. Вот и все. Кого я буду охранять? У твоей мамы ведь есть охрана. Ясемин. Ого, вот это мы приехали. Ясемин? У Ясемин есть проблемы? Это просто меры предосторожности. Что говоришь, сможешь? Говоря о защите, я мастер в таких делах. Если Ешар рядом, то можно не беспокоиться. Ну и от кого ее защищать? От всех Ешар. Особенно от Йылдырыма. Мой брат Йылдырым? Мы с ним что только не пережили. Хорошо, но Йылдырым ведь ничего не сделает, Ясемин. Тем более, пока ты рядом. Неизвестно, что будет завтра. Надо перестраховаться. Прошу вас. Здравствуйте. Мы друзья Доа. По крайней мере, половина из нас. Дога вас ждала? Нет, мы решили сделать сюрприз. И для меня стало сюрпризом, но... Хорошо, прошу, проходите. Не надо так сильно нервничать. Если Доа нападет на тебя, Ты спасешь меня, не так ли? я хотел сказать, что сниму видео и выложу в интернет. Зачем я вообще сюда с тобой пришла? Я ухожу. Наверное, у тебя есть причина, чтобы я сейчас не вырвала ей волосы, да, Эко? Подруга, Бириджик мне позвонила. Сказала: Эко, молю тебя, отведи меня к Доа. Я сделаю все, что ты хочешь. И я не смог отказать. Ты заставил ее прийти, не так ли?
Эта сторона тоже есть, но я предпочитаю смотреть с другой. Дога, я пришла извиниться перед тобой. Ты, принцесса Бериджик, пришла извиниться передо мной? Я даже во сне в это не поверю. Прошу прощения. Если не примешь, я тоже пойму. Потому что я сделала ужасное. Но я очень искренне прошу у тебя прощения, Дога. Я принимаю твои извинения. В конце концов, ты не врала мне 6 лет. Твой поступок был плохим, Бериджик. Очень плохим. Но среди всего, что мне сделали, это не худшее. В итоге, ты справилась с тем, чтобы извиниться. Спасибо. Здравствуйте. Прошу, как я могу вам помочь? Я хотел кое-что сообщить. Касательно чего сообщение? Это связано с моей мамой, Эмиль Карахан. Прошу, проходите в кабинет. Я сообщу. Какой твой самый большой страх, Джиляль? Откуда сейчас это взялось, Эмиль? Не убегай от вопроса, скажи. Мой самый большой страх — то, что мои дети узнают о наших отношениях. Ты серьезно? Конечно, дорогой, как ты скажешь. Как расскажешь им, они будут задавать много вопросов наверняка. Я предпочитаю умереть, чем слышать эти вопросы. Хорошо. А какой твой самый большой страх в жизни? Потерять свою свободу. А все остальное — пустяки, Джиляль. Эти цветы тебе прислали?
Тебе интересно, от кого? Почему ты вчера ужинала с Чинаром? Ревнуешь, что ли, Есимин? Зачем мне ревновать тебя, Эмиль? Зачем тебе меня-то ревновать? Я не про это. Ты Чинара ревнуешь, может? Я поэтому спросила. Чинар просто мой коллега. Конечно, дорогая, твой отец тоже был просто моим коллегой. Ты перешла за все рамки. Может, уже не помнишь? Но у людей есть чувство под названием стыд. Эмиль, имей в виду. Смотри, Есимин. Возможно, глаза Ферита ослепли, но я все понимаю. Я видела, как Чинар на тебя смотрит. И то, как ты смотришь на Чинара, я тоже видела. Ты живешь в своем воображаемом мире, видишь то, чего нет. На твоем месте я бы сходила к доктору. Мне совсем не важно, что и с кем ты проживаешь. Но если ты разочаруешь Ферита, за это придется отвечать. Потом скажешь: «Эмиль мне говорила». Куда ты? Мы так хорошо общались. Я открою. Хорошо. Спасибо. Прошу, господин полицейский. Позовите Эмиль Карахан, пожалуйста. Эмиль, полицейские тебя зовут. Прошу, я Эмиль Карахан. Вам нужно проехать в участок, госпожа Эмиль. В участок? Почему? На вас поступила жалоба. Вы должны дать показания. Жалоба? Может, это какая-то ошибка? Никакой ошибки. Пожалуйста, не создавайте Нет, я не трудности. создаю трудности. Если позволите, я позвоню своему адвокату. Алло? Я еду в участок. Сообщи Фериту. Сообщу, как только ты выйдешь. Переведено и озвучено специально для сайта turkserial.co. Наверное, пришел день расплаты за все зло, которое ты делала, госпожа Эмиль. Что ты сделал, Ферит? Ферит, кто-то подал жалобу на твою маму. Знаю. Как это? Почему ты так спокоен? Потому что тот, кто подал жалобу, это я. Отныне мама не сможет побеспокоить ни тебя, ни твою семью. Ферит, что ты сделал? То, что должен был сделать. Защитил свою жену. Я вытащу вас оттуда в ближайшее время, не переживайте. Я не спущу им это с рук.
Проходи. Итак, дамы. Эмель Карахан, ваша новая соседка по камере. Займитесь ею. Давай, пусть Аллах спасет. Жер йөзләре түгәрәк, O'sha җирдә күбәләк, 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 күбәләк. Сөюгеләре кирәк, булчы кемгәдер бүләк. Күбәләк, күбәләк, күбәләк.